Известный полиглот Дмитрий Петров говорит о том, что в современных условиях лучший способ тренировки интеллекта – это освоение языков. Рассмотрим, как это может выглядеть на примере логического разбора фразы «я вахм» со значением «я пойду», причем в самое ближайшее время. Понятно, что «я вахм» – это сокращение от «ябхамни» или «мини-ябха». Но дальше возникают вопросы, особенно связанные с тем, что современная методика преподавания бурятского языка трактует «ябха» как глагол в форме будущего времени. Но мы уже знаем, что в первую очередь это причастие, которое передает свойства или качество предмета. Соответственно, после него должно стоять определяемое слово, а его в нашей фразе нет. «Я пойду в ближайшее время» говорит о том, что в бурятском варианте фразы должно присутствовать слово «время», то есть «сак». Соответственно, мы расширяем нашу конструкцию до «мини-ябхан-сак», то есть время, в которое я имею свойство уходить, или время моего ухода. Ну и это, естественно, не полная конструкция, поскольку любая законченная мысль на бурятском языке заканчивается глаголом. Как же этот глагол определить? «Я пойду в ближайшее время», по-другому можно сказать «пришло мое время уходить». Мое время уходить или время не уходить будет мини-ябхасак, а пришло или наступило по-бурятски будет боло. Таким образом, мы восстановили глагол и полную фразу мини-ябхасак боло. Наступило мое время уходить. В сокращенном виде это ябхамни или ябахам. Эта конструкция используется со всеми другими причастиями будущего времени и притяжательными местоимениями. Например, сеухамне – попьем чай, уншахышне – ты почитаешь, хархатне – вы увидите, бышхынь – он напишет, он, она напишет или они напишут. Причем все эти действия произойдут в самое ближайшее время. Надеюсь, что эта информация была вам интересна, а самое главное, будет полезна в деле освоения бурятского языка. Дахиму затара байрте.